А жители Кайгородского района жалуются на кромешную тьму около местного спорткомплекса. Недавно учреждение получило современный инвентарь, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но вот заниматься спортом по вечерам они не могут и сетуют на бездействие местной администрации. Виктория Денисова узнала о сути претензий. Вот это вот опора, на которую никак не могут повесить лампочку. Там вот дальше дорога, это последнее звено со светом. И сюда, уже вот в этот карман, заходишь в полной темноте. Сворачиваешь с центральной дороги и попадаешь будто бы в мешок. Освещения нет. И это у главного спортивного учреждения района. Важно, что в комплексе занимаются и люди с ограниченными возможностями здоровья, а преодолеть препятствие, темный переулок, порой и здоровому человеку затруднительно. Полгода мы обращались к главе администрации, который нам говорит, ну вот лампочки закупим. Хорошо, лампочки закупили. Нам нужно их соединить. Хорошо, их закупили. Потом, значит, нужна машина, чтобы поднять рабочего, чтобы он там вот вкрутил буквально ее. Свет будет, как морозы утихнут. Таков ответ местной администрации. Вот только изначально обещали решить этот вопрос сперва летом, потом на новогодних праздниках. А между тем в 2020-м район выиграл грант. Часть средств отвели именно на освещение улиц. Большая часть гранта была направлена на ремонт автомобильных дорог в селе Кайгородок, на освещение улиц, заменены лампы на более экономичные. Далее у нас большая часть также ушла на ремонт соцобъектов. Это где-то ремонт кровли, где-то ремонт спортзала, ну, в другом. И еще раз говорю, что большая часть у нас ушла, 1 000 000 рублей, на приобретение спортинвентаря. Сам же спорткомплекс – место значимое. Ежедневно сюда приходят десятки человек. А потому оснастить учреждение всем необходимым важно. Мячи, ракетки, лыжи, коньки, гантели. Теперь оборудования здесь более чем достаточно, в том числе и для инвалидов. По оборудованию тренажерного зала для инвалидов там в районе 250-300 тысяч выделено. Там будут куплены такие дорожка. Потом будет велотренажер, извиняюсь, беговая дорожка, тренажеры для лиц после инсульта, для реабилитации. Преобразование спортивной сферы в районе начали в прошлом году. Летом установили новую спортплощадку. Теперь на месте старых покосившихся сооружений и заросших кустов современные снаряды. Задача на будущее – построить целый спорткомплекс. Сейчас комплекс достаточно старый, плюс ангарного типа, холодный, поэтому нужно ставится задача найти интересные проекты, построить дополнительные спортивные объекты в районе. Похожие комплексы уже строят в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах. Жители надеются, что именно по их подобию в обозримом будущем спортивный центр откроет свои двери и для жителей Кайгородка. Виктория Денисова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Кайгородский район.